Доброго дня, зрители и подписчики нашего канала. Компания Progress Auto. Приветствуем вас на очередном нашем обзоре. Сегодня у нас Куботка. Это L1 275. Хорошая мощность. Большой уже достаточно тракторец. С полукабинкой вот такой очень приятный. И погрузчиком. Лобовое стекло, чтобы волосы назад не раздувало, когда новый хозяин будет носиться на нем по полям. Собственно, полный привод, естественно, гидроусилитель руля. Вот такой вот кун. Высота погрузчика очень хорошая, в районе где-то 20, ну, в смысле 2 метра 20 сантиметров, естественно. Посмотрите, какие зубы. Можно все что угодно им зацепить. Ковш в отличном состоянии, без каких-либо прогнивших мест и так далее. На быстросъеме, естественно, то есть это все вытаскивается у нас быстренько, и ковшик можно оставить лежать на земле. Давайте обойдем вокруг. По шинам здесь вообще никаких нареканий. Перед у нас новый, зад в состоянии нового. Смотрим также по гидравлике. Здесь все чисто. Цилиндрики, естественно, также чистые, без нареканий каких-либо. Здесь все вообще абсолютно четко. Шины передние, как я сказал, новые. Задние в состоянии, ну, просто новых. То есть здесь никакого износа фактически нет. Естественно, колею можно подгонять под вас, как вам удобнее. Здесь все понятно. Манроматик у нас, естественно, по фрезе, по навеске. Навеска трехточечная, с гидрорегулировочками. Комплект именно такой. То есть в комплекте у нас будут нижние тяги, цилиндры, естественно, гидрорегулировки, фаркоп. Но центрального винта, к сожалению, с трактором не пришло, поэтому продаваться будет именно в таком комплекте, вероятнее всего. Положение фрезы, гидравлический кран, все как обычно. Здесь же у нас включается быстрый разворот слева, и слева у нас пониженные и повышенные передачи, заговариваю. Собственно, основная коробка передач под рулем. 4 передачи здесь у нас и реверс слева от руля, рычаг видно. По мощности 4 передачи вперед, 1 назад. Также очень удобно, то есть здесь просто максимальное количество функций. Все максимально сделано для водителя, для оператора. 758 часов наработки. Давайте сейчас на педаль газа нажмем. Послушаем, как это дело работает. На акселератор отзывается трактор очень хорошо, двигатель развивает обороты сразу, без какой-либо паузы, четко, ровно. По выхлопу также нареканий нет. Как раз таки, я думаю, видно, что у нас здесь родная, своя. Конечно, не без огрехов, но, тем не менее, лучше так, чем совсем ободранный. Поэтому небольшие косячки есть, но в остальном красочка родная, состояние очень даже хорошего сохрана, что, кстати, приятно. Собственно, такой тракторок. По грузоподъемности, кстати, хочется заметить, что данный погрузчик должен поднимать в районе 350-400 килограмм. Я думаю, что вот если фрезу особенно доукомплектовать, точно поднимать будет, потому что сил именно даже может быть сама установка на 250-350, но тем не менее такие трактора поднимают с мощностью своего гидронасоса больше. Ну и поднимают до момента, пока либо не перевешивает, не поднимает заднюю часть, либо не щелкает просто мост. Так что будьте внимательны, если захотите поднять полтонны и больше, риск все-таки есть. Нужно понимать, что ограничения не просто так установлены. В остальном вот такой тракторец. Смотрим. Опять же, на симпатичную полукабинку. Можно, естественно, доукомплектовать эту полукабинку уже собственноручно какими-либо дверцами. То есть, видимо, дверцы есть, клепочки. Что-то все-таки японцы придумывали. Обычно это доукомплектовывается просто шторками. То есть шторка здесь закрывается. Может быть пленчатая, так сказать, прозрачная, чтобы было видно хорошо при этом по сторонам. Соответственно, здесь уже будет полная свобода для воображения нового хозяина. Ну а мы, в свою очередь, предоставим вам хороший рабочий трактор, который вас будет радовать в таком состоянии, как он есть уже сейчас. Поэтому обращайтесь к нам,
Компания Прогресс Авто. Будем рады вас видеть. Всего доброго.